Спасибо, что дали слово. Ну, вот я являюсь четким примером, зеркалом жителя данного района, рабочего городка, так как я тут практически с самого начала родился и прожил больше 20 лет. Я практически видел все эти процессы, которые здесь происходят, и криминал, вот, о котором говорил Алексей. В 90-е годы тут действительно было страшно жить. Что? Не спорьте. Да. Я тут жил, я рассказываю только то, что я лично видел, да. Вот что я очень сильно, вот меня многие спрашивают, откуда ты вот умеешь там сверлить, там строгать, да, моделировать, там машины ремонтировать. Этому всему я научился в школе. Вот в начале 90-х, да, вот это вот задел, который еще был советский, да, он еще продолжал действовать. У нас было очень много кружков, я практически все их посещал. И стрельбу, и музыкальные кружки, и шашки, шахматы, и уроки труда. Так как школы являются муниципальными объектами, да, в отличие, допустим, от поликлиники, одним из моих главных пунктов будет качественное оснащение школ специальными средствами, да, для улучшения воспитания и новым навыкам детей. Потому что, известно, что школа, она все-таки не тому учит. Не то чтобы не тому, да, а она мало дает навыков, которые реально школьник может использовать в жизни. Вот мне там школа много навыков дала, сейчас школа мало навыков дает. И вот тоже, что говорили, что и духовность, и культура, это и есть навыки. Если человек очень много чего может, он много кому может помочь, это и есть его стержень, его внутренней духовности и культуры. Да, все, спасибо. Получается, Михаилу Владимировичу, да? Да. Вот, уже было сказано о том, что район наш, он такой не совсем благоустроенный, там у нас много и мусора, и всякого, скажем, не очень красивых вещей. А какие у вас есть конкретные проекты, конкретная какая-то задумка, направленная на то, чтобы улучшить облик нашего района, сделать его комфортным, красивым, аккуратным, чистым? Вот что-то конкретное, без рассуждения о том, о сём. Спасибо за вопрос. Вопрос, конечно, очень хороший, интересный. И так уже, в принципе, за последние, я как коренной житель города Якутска, я наблюдаю, как город развивается, и он каждый год все развивается в лучшую сторону, становится красивее. Буквально, скажем, год назад, да, у нас улица Калица, посмотрите, какой был. На сегодняшний день улица Калица стала 4-полосной, ездить приятно, да. Вот вокруг все улицы, Бестужева, Маргинская, Тодора, Попова, они тоже все заасфальтированы и благоустроены. Работа ведется в этом направлении руководством города Якутска, да. Но, конечно, вопрос встает о благоустройстве, то есть инфраструктура, она доходит до нашего района, до нашего, и инфраструктура развивается. Но, конечно, необходимо ставить вопросы и о озеленении нашего города. То есть, в первую очередь, надо посмотреть с этой точки зрения. Озеленение – это здоровье наших детей, это тот воздух, которым мы дышим с вами. Вот. И здоровье говорить без экологии тоже о здоровье нельзя. Наш округ – это самый перегруженный округ, где основные трассы, где ходят грузовые машины, да, очень большое сильное движение. Вот. Так же, как я говорю, что в нашей республике, в городе в целом, ведется политика здорового образа жизни. Но, к сожалению, на территории нашего округа нет ни одной спортивной площадки доступной, бесплатной, когда человек может, ребенок или даже взрослый человек может пойти, сделать свою зарядку и так далее. То есть нужно в этом направлении есть куда двигаться, есть что делать. Вот. И второй момент. Нету, как уже нашими коллегами было сказано, нету досугового центра в этом районе, вблизи. Именно или вблизи нашего района, или же в самом районе, да? То есть у вас есть конкретный проект по досуговому центру? Я спросил просто конкретно, какой у вас есть проект? По конкретике, да? По конкретике, да. То, что сейчас я говорю, эти все моменты войдут в мою кредитную компанию. Если я, конечно, пройду
внутрипартийные. Ну, вопрос в том, что у вас есть какой-то конкретный проект? Все, дискуссии не будем, простите, хорошо? Ну, то есть на вопрос не ответили. придумал этот регламент, вы можете остаться и Михаилу Владимировичу высказать это все в глаза, посоветовать, он примет. Это же идет, в общем-то, для того, чтобы... Я правда работал в учреждении культуры, я музеевед по образованию. И вот вы все четверо поочередно ответили, что Их 5. культура... Нет, только Михаил Владимирович так не говорит. Вот вы четверо ответили, что культуру нужно воспитывать в семье. И так получается, что у нас что отдел культуры, вообще Министерство культуры не нужно, что ли? Либо не надо финансировать. Вы же говорите, что вы детей можете в семье воспитывать, культурные Вот такие. я вас перебью. А зачем фильмы Вопрос снимать? о Зачем общей театр? культуре. Общей культуре. Я почему акцентировал внимание? Да. Именно общей культуры. Мгм. А разве общая культура не связана с культурой? Вот в самом вопросе, значит, была какая-то ошибка. Неужели вы считаете, что семья может заменить библиотеку, может заменить кино, может заменить театр, может заменить Министерство культуры и всю вот ту духовную работу, которую ведет государство в этом направлении? По этой логике можно говорить, что мы можем и электричество дома вырабатывать, и одежду можем сами шить. Что мы можем? Готовим, можем ресторанами не пользоваться, да? Все будем делать сами, дома, в семье. Язык вот тоже очень любят говорить, что якутский язык, чтобы сохранить, нужно в семье. О том, что нужно там снимать фильмы на якутском языке для детей интересные, об этом почему-то никто не говорит. Вот об этом. И еще хочу сказать, что я, кроме того, что старый работник культуры, я еще и из 15-й школы. И вот там 30 лет назад здесь вот убили как раз учительницу. И я помню здесь, какая была преступность, и какая была здесь вообще, какой ужас творился в этом районе. И вообще, какой был кошмар. Не было ни дороги, не было ни этого Айгуля, ничего не было. И вы говорите, что сейчас что-то хуже стало. Да, сейчас преступность упала в миллион раз по сравнению с этим, и это благодаря интернету. И благодаря развитию культуры, и в том числе даже западной культуры, которую вы ругаете. Западная культура нам приносит правильные модели поведения. Мы их берем у американцев, и наши дети себя ведут правильно. Вопрос такой, вот, скажите, культуру нужно воспитывать дома или нужно ее воспитывать глобально? И нужно ли, должно ли государство принимать законы для развития культуры? Ну, повтор, Александр Васильевич, еще раз. В принципе, я понял, да. Мысль интересная, но сама основа, она находится в семье. Семья управляет, выбирает направление развития. То есть государство как бы дает различные институты, там строит театры, кинотеатры, но мы сами выбираем, да, куда мы хотим пойти, оккультуриваться, да, как говорится. Мы выбираем там, направление театра, то есть куда мы хотим. Выбираем кино, выбираем там, не знаю, язык, да, на котором разговаривают в семье. То есть выбор все равно находится в ячейке, а государство, оно лишь предоставляет возможность выбора для развития в каком-то направлении. А остальные вам отдельно подойдут и ответят. Хорошо, после дебатов буду очень признательна. А вопрос в чем? Женщины и власть. В чем плюсы, когда женщины в представительной власти? Да, вопрос такой гендерный, да? Ага. Ну вот, у нас есть женщины во власти, да? В Якутии этот процент, он выше, чем в других регионах. Присутствие женщин во власти. Если, допустим, брать вот на мировой арене, наоборот, вот считается, что там, где руководитель женщина, это в очень большом количестве европейских стран, в этих странах резко вырастает уровень жизни. Это факты. Можете тоже отгуглить. Во всех странах, ну вот где руководитель женщина, всегда идет стремительный рост уровня жизни экономики. Ну, в экономике этой страны по сравнению с соседней страной, в аналогичных условиях, да, практически, там как бы уровень жизни медленнее. Это я вам факт сказал. По поводу вообще женщин, допустим, во власти в Якутии, да, ну, конечно, женщина же это хранительница очага, да. У женщины и мыслят чуть по-другому, да, тут никакого секрета нету. Женщина мыслит категориями дома, здоровья, культуры. Вот все эти направления, они ценные, нужны,
И когда вот слишком много мужчин собирается в одном месте, я думаю, что действительно идет перекос в каких-то вопросах. Но я считаю, что от личного округа депутатом должен быть мужчина. Спасибо за вопрос. Да, я ответил на вопрос. Это вы можете потом поспорить. Да. Спасибо. Интересный вопрос. Наконец-то мне повезло выступить последним. Да. Я накидал несколько тезисов. Да, позвольте мне на этот вопрос ответить тезисно. Если театр начинается с вешалки, то духовность и культура начинается с мусорки. Я повторюсь, я объездил весь округ. Таких ужасных мусорок я вообще не видел нигде. Я вот практически полмира объездил. Ну, это факт, да? Практически факт. И такие мусорки, понятно, что все ущемлены в средствах там, и так далее. Этот процесс должен развиваться. Понимаете, да, о чем я говорю? Там собаки, бедные бомжи, и это все еще с ветром, да, это все раскидано. Вот Алексей сидит, он очень тоже эту тему в соцсетях очень остро поднимал, что именно мусорки являются источником появления бродячих собак. Если бы не было источника питания лишних, да, собак бы посторонних бы не было. По поводу нашего округа, что я вам скажу. В нашем округе буквально 3 памятника, около 20 питейных заведений и 1 библиотека. Это все, что вы должны знать о духовности и культуре в нашем округе. Нет, видите, вы путаете понятие промышленный округ и избирательный округ. Я конкретно говорю за избирательный округ. Потому что промышленный округ, он больше, да, я понимаю, что вы этим занимаетесь, видимо, все нюансы есть. Так, по поводу... Очень интересно, что мы поднимаем вопрос культуры и духовности в 100 метрах от памятника Александра Александровича Бестужева-Мариинского. Я писал реферат в школе по поводу этого великого журналиста и писателя. Немногие знают, что он 2 года прожил в Якутске и написал здесь рассказы. И рассказы о Якутии он писал до своей смерти, около 15 лет. И вот эти слова можете отгуглить, я точно это помню, что он точно сказал, что душой я отдыхал только в Якутии. И он вот память о Якутии, о ее культуре и духовности пронес через всю свою жизнь и писал о Якутии до конца своей жизни. Все, спасибо. Собрались, и полностью все жители 2 домов подписали петицию в городскую администрацию. Разве это не то, что мы сейчас обсуждаем? Инициатива как раз таки должна идти с обычных людей. Если инициатива не идет от обычных людей, мы ни к чему не придем. Спасибо большое.